Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Моршал Дашуг, мы рады приветствовать всех зрителей национального канала. В эфире программа «Культура», с вами Элиза Барахоева. Главные темы выпуска. «Мой дух, мое сердце. Ингушская башня. Театральное путешествие к истокам». Центр театра, кино и креативных индустрий завершил работу над самой ожидаемой премьерой сезона. Девушки иногда годами ждали этот головной убор, потому что ткань была очень дорогая, соответственно, основа была войлочная из волока, да, и обшивалась вот таким образом. Энергия искусства. Почему в залах Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия никогда не бывает пусто? Вышел официальный трейлер художественного фильма «Вендетта», снятого ингушским режиссером Имраном Даурбековым. Башня для ингуша – это не просто архитектура, это символ стойкости, чести и неразрывной связи времен. Именно это легло в основу уникального проекта «Мой дух, мое сердце. Ингушская башня». В этом названии вся философия нашего народа. Впервые в Ингушетии ставится масштабный музыкально-этнический спектакль, объединивший в себе мудрость веков и современный творческий подход. Команда Центра театра, кино и креативных индустрий воссоздает героический эпос, чтобы напомнить нам о главном. Премьера уже завтра, ну а пока первые кадры с репетиции. В центре сцены таинство, которое веками считалось эталоном этикета. Мака Добриева в роли мудрой тамады не просто играет роль. Она выступает проводником в мир Эстела, кодекса чести и красоты ингушской свадьбы. Ее героиня – хранительница ритуала, где каждый жест и каждое слово имеют сакральный смысл. Играем свадьбу. Там много девчонок приводят к парням, как у нас было издано. Все ребята и девчонки, которые играют в этом спектакле, очень хорошо подобраны по образам. Прям режиссер попала в точку. Нам очень интересно, потому что актеры живые, и вот эта программа ИИ, которая новая, совместно, очень интересно получается работать на сцене. Сюжет строится как диалог эпох. Седовласый старец открывает маленькому мальчику тайны предков. Но вместо статичных декораций – магия технологий. С помощью нейросетей на сцене разворачивается необыкновенный мир. Зритель буквально видит, как из цифрового тумана поднимаются родовые башни, как под руками мастериц рождаются узоры истингов и как по воздуху разливается аромат древних блюд. Это история, которую можно почувствовать во всей красе. Мы землю здесь поили густым молоком, а камни эти, чтобы были крепки, напоим горячей кровью. Пусть свяжет кровь 4 угла, как род наш кровью связан. Режиссер Рая Дзейтова превратила спектакль в живой учебник национальной идентичности. Вместо скучных лекций – визуальный аттракцион, который говорит с молодежью на понятном ей языке высоких технологий. Это не просто попытка собрать информацию, это способ вернуть прошлое в настоящее. Мы почти уходим в 13, в 14, в 15 век в начале и работаем с технологиями ИИ. Делаем, как строили башню, как это все проходило, как это делалось, чтобы воочию увидел наш зритель, что было тогда, что делали наши предки. И дальше у нас идет чисто ингушский, как это было раньше, зуахлол. Многие забыли, подзабыли. Сейчас уже у нас старики, взрослые женщины не рассказывают. Им и некогда рассказать там молодым, что было, как было. А тут они могут прийти, посмотреть, увидеть это все воочию. В Центре театра, кино и креативных индустрий знают, что башня – это не только память, это стержень внутри каждого из нас. Традиции здесь не выглядят музейным экспонатом под стеклом. В этой постановке они живой пульсирующий поток. И пока этот диалог между старцем и ребенком продолжается, башня нашего духа будет только крепнуть. Чтобы узнать подробности работы над спектаклем, мы пригласили к нам в студию директора Центра театра, кино и креативных индустрий Мадину Дзортову. Здравствуйте. Здравствуйте. Мадин, расскажите, пожалуйста, подробно, как вообще зародилась идея создания данного проекта? Идея зрела давно.
И, конечно же, это масштабная работа, это, где участвует около 30 человек. И, конечно же, это большой масштабный проект при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Республики Ингушетия. И сейчас ставит этот спектакль Центр театра, кино, креативных индустрий. Это музыкальный этнический спектакль. Называется она очень так патриотически. «Мой дух, мое сердце, Ингушская башня». Все-таки мы понимаем сегодня, да, у нас еще креативная индустрия. Мы должны сегодня зрителю предлагать какие-то новые формы, да, вот новые формы, необычные формы, то, что здесь, чтобы зритель пришел, посмотрел. И все-таки этот спектакль именно то, что сегодня называется «Новый взгляд на историческое наше прошлое». И если взять чисто наш спектакль, мы туда, в принципе, применили и искусственный интеллект. Работа большая велась у нас по подготовке к этому спектаклю. И эта работа, она может явиться как бы, как настольная книга, или как бы, чтобы наше подрастающее поколение в образовательных учреждениях, в семьях, везде, чтобы они это смотрели, видели, как вот этот процесс шел, строительство наших башен. Он очень интересный, сам процесс строительства. Там много, это целый род, целая фамилия работала на то, чтобы одну башню построить. И все-таки я считаю, что и старинный ингушский лозер, так как это проходило, вот как наши деды, бабушки, и то, что как это проходило в старину. Также там очень хорошие музыкальные произведения, которые мы нашли. Это песня, которая 2000 назад исполнялась. 1920-30-х годов музыка. И вот для старшего поколения это будет, ласкать будет душу. Ностальгия. Да, и ностальгия будет, и все-таки им очень приятно будет это все увидеть. И вот наш коллектив, Центр театра, кино, креативных индустрий, постарался использовать тот бесценный дар, который оставили нам предки. И вот именно показать, даже с искусственным интеллектом у нас эта работа велась за границей. Девушка живет, ингушка, это Мария Смарс. Она очень сложно программой искусственного интеллекта работать, потому что там никакой информации нет про ингушей, нет про наши башни, про нашу культуру. И все приходилось дорисовывать, где-то дорабатывать. Это очень сложная работа велась. И помимо того, что очень красивые костюмы старинные. Но это масштабный процесс, в котором мы на проект мы приглашали артистов со всех театров. У нас еще участвует ансамбль «Магаз». И все-таки это такой масштабный проект, и все-таки тюзовская сцена, она для нас маленькая, для такой работы. И так как у нас театр эскизных спектаклей, мы просто эскизу показываем, как это могло быть. А дальше уже, в принципе, могут дальше дорабатывать, кто захочет такую постановку. Нет, абсолютно нет предела. Впервые, я считаю, что именно музыкально-этнический спектакль впервые в Ингушетии, это уже, я считаю, достижение наше, не только нашего центра, но и Министерства культуры нашей Республики Ингушетия. И, конечно же, я считаю, что молодежь, подрастающее поколение, которое не знает, что такое старинный лозер, как строились наши башни, которые вызывают у нас гордость. Да? Наши башни, у каждого представителя фамилии, рода,
вот свои родовые башни, вызывает гордость. Это то, чем мы гордимся. И я считаю, что вот рассказать им, как это сложно было, как это трудно было, и какие вот жесткие условия были строительства этих башен. Даже вот если 365 дней, если фамилия не достроит эту башню, она оставалась на том же уровне. Больше ее не разрешали достраивать. Как интересно, то есть были свои сроки, как испытания на прочность, это были. да, получается? Это, да, из этого выходило, что вот эта фамилия сильная, что она дружная, что они могут справиться с любой задачей. Вот это все. И то, что Как экзамен, они, да, это не то, что экзамен, что у них согласие, понимаете, это все тут основано. Все наши предки, все наши, ну, я имею в виду наше старшее поколение, уже кодекс разработали. Да, вот для нас самое святое – это религия наша, да. А после этого столпы, 4 столпа, на которых стоит вот именно наши традиции, обычаи. Это наш язык, эздилолк. Вот то, что нам передавали с поколения в поколение. Я считаю, что все-таки режиссер, народная артистка Республики Ингушетия, всеми известная Рукет Зейтова. Мы почему обратились к ней? Потому что все-таки Рукет, она очень много знает вот этих старинных вещей. Вот я увидела танец какой-то постановки, который исполняла Рукет Зейтова. Это старинный танец был. И вот с тех пор у меня появилась идея осуществить такой большой проект, именно чтобы она его и повторила. Вдохновение именно это да. послужило, получается? Нет, это только часть, там, кусочек такого спектакля, где она вот играет свою роль. И, конечно же, очень, на мой взгляд, это новый взгляд на то, что было, и то, что и даже я считаю, что это для будущего очень хорошо. Мы будем записывать это все, это будет видеозаписи. Мы будем это раздавать в образовательных учреждениях. Это одну копию мы положим в Национальной библиотеке, потому что это должно быть. Если мы, представители культуры, не будем показывать то, что сохранять вот эту нашу культуру, я считаю, что все-таки мы вестники того, чтобы сохранять нашу культуру, приумножать ее, развивать ее, давать ей новые направления. И все-таки я считаю, что именно благодаря сегодняшней обстановке, да, сегодняшнему подходу руководства республики, культуре, да, у нас за последние несколько лет, я даже скажу, очень сильно материально-техническая база оснащена. Есть очень много того, чтобы есть желание работать. Любая ваша хорошая идея, она поддерживается Министерством культуры. Я считаю, что все-таки в таких условиях работать нужно и можно, и я считаю, что это должно быть. И, конечно же, благодарна и Министерству культуры Российской Федерации. Мы же сейчас получили на постановку денежные средства по программе поддержки театров. И все-таки это большая работа, интересная работа. Даже те мелодии, те танцевальные мелодии, и те песни, которые исполнялись у нас. По каждому случаю была песня. Мы это не знаем с вами, да? Носкул хадуалдыш, носкул хатуакш, носкул там мягкий, ахайша, там девичник, как, так, если на русском сказать. Это все было, еппарыш были. То есть на свадьбе очень красиво, очень, проходила наша свадьба, интересно проходила раньше. И это тоже демонстрируется, это да? все есть там. То есть все начиная с того, что все-таки замерз, там уезжает за невестой, и там уже полностью действие начинается.
весь процесс, весь, ну, там основной процесс свадебный и старинный ингушский лозер там То есть, показывают. по сути, получается, насколько я понимаю, все в предвкушении премьеры, оно немножечко приоткроем завесу тайны. По сути, здесь все на позитиве строится, да? То есть драмы никакой нет. Нет, В абсолютно, основном, это вот приятная картинка, приятное музыкальное сопровождение. Как бы этноспектакль, это вот дань памяти, дань уважения и сохранения красивых ингушских традиций. Там даже Свадебных, в том числе написано, музыкальных. да, вот мы скоро узнаем, я думаю, имена новых композиторов наших. И там Которые несколько- задействованы в спектакле. над музыкальной темой работали спектакля. И те, кто придет на спектакль 2-3 февраля в 15 часов в ТЮЗ, я думаю, услышат и насладятся той красивой музыкой, той красивой историей, которую мы там предлагаем зрителю. И, конечно же, и информацию получат. Потом они, придя домой, будут рассказывать об этом. И если даже один зритель придет и все, что из того, что мы поставили, запомнит хотя бы 20 минут, я считаю, что мы достигли очень много. Это первый спектакль Центра театра и кино-креативных индустрий. На этот год у нас запланирован спектакль «Богатая дама». Интересное название. Али Амели, это азербайджанский драматург. И после наших праздников мы предложим зрителям и визит старой дамы Дюрманта. Поэтому я вот с удовольствием хочу пригласить, если хотят увидеть наши старинные обычаи, традиции, процесс строительства ингушских башен и увидеть наши обряды, вот свадебные обряды, старинный ингушский лоузер, я всех приглашаю в ТЮЗ 2-3 числа февраля. Спасибо большое, Мадина. Ну, как говорится, лучше один раз увидеть, да, чем несколько раз услышать. Поэтому я уверена, что если даже вы на данном этапе даете высокую оценку, что зрители непременно будут в восторге от данной работы. Спасибо вам большое, удачи. Искусство – это язык, который понимает каждый, вне зависимости от возраста, а культурное наследие – это корни, которые питают будущее. Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии не просто хранит историю, он активно формирует ее, открывая двери для всех желающих. Здесь, в стенах музея, оживают не только древние артефакты, но и современные шедевры. О том, как музей становится центром притяжения для молодежи и что нового он предлагает посетителям в нашем сюжете. Для многих старшеклассников республики эти стены не просто здания, это место, где оживает история, где рождается вдохновение. Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии словно магнит для молодежи, стремящейся к знаниям и красоте. Сегодня здесь царит особая атмосфера, школьники с интересом впитывают каждое слово экскурсовода Луизы Плиевой. Она словно проводит их сквозь века, раскрывая тайны полотен и экспонатов. Постоянная экспозиция музея – это бесценное наследие. Здесь собраны сокровища ингушской культуры и не только. Это настоящее окно в прошлое и одновременно в мир современного искусства. Это средневековый головной убор ингушской женщины. Автор Саутива Ася. Называется курхаска, то есть красивый образ. В чем уникальность этого головного убора? Потому что каждая девочка и девушка раньше имела этот головной убор. Он обшивался красной тканью, либо шелк, либо атлас. Это было очень дорогое удовольствие. И когда девушки иногда годами ждали этот головной убор, потому что ткань была очень дорогая, соответственно, основа была войлочная, из волока, да, и обшивался вот таким образом. Его носили в основном на праздники, да, праздничный вариант такой был, или иногда, когда девушки собирались между собой, и красовались этим головным убором. Курхас – красивый образ, то есть гордый образ. Волосы прятались на затылке, да, обшивалось все это красивыми золотыми нитями и украшалось какими-то красивыми элементами
именно головной убор. В 22 году, в октябре, в селении Цори обрушился склеп, и там нашли около 11 курхарцев. И вот по этому образцу Ася Саутиева создала полностью похожий головной убор курхас. Это единственный головной убор, который находится на территории Ингушетии и который носили только чисто ингушки. Музей не стоит на месте. Чтобы идти в ногу со временем, он сам превратился в современное пространство. Залы оформлены стильно и удобно. Сотрудники полны энтузиазма и готовы делиться своими знаниями. Музей – это не просто хранилище, а живой пульсирующий центр культурной жизни. На данный момент в выставочном зале музея у нас продолжается выставка, персональная выставка известного художника Мусы Яхьяевича Мартазанова. Она у нас продлится до середины февраля. Затем у нас будет открываться персональная выставка Эсет Газдиевой. Выставка будет приурочена к депортации ингушей в Казахстан и в Среднюю Азию. Мастерица ДПИ, писательница, художница будет выставлять работы в 2-3 направлениях. Затем у нас готовится персональная выставка 2 талантливых художниц. Это ученицы Мартазанова Мусы, тоже Яхьяевича, Беллы Мурзабековой и Амины Гайтукеевой. Девочки будут выставлять живописные полотна в количестве где-то около 40 работ. В дальнейшем у нас тоже планируется, это майские уже каникулы, у нас будет уже Ночь музеев, Ночь искусств. Ну, планов у нас на этот год очень много, и мы будем потихоньку их реализовывать. Государственный музей изобразительных искусств Республики Ингушетия доказывает, культура – это яркое живое вдохновение, которое делает нас сильнее и ближе друг к другу. От древних корней до вершин современного творчества. Здесь каждый найдет то, что ему по душе. Рекомендуем к посещению. Вышел официальный трейлер художественного фильма «Вендетта», снятого ингушским режиссером Имраном Даурбековым. Проект уже вызвал заметный интерес в социальных сетях и среди регионального кинематографического сообщества. Картина основана на реальных событиях, имевших место в начале XX века, и затрагивает тему личной ответственности, чести и последствий кровной мести. Создатели позиционируют фильм как социально-драматическое произведение. Часть съемочного процесса проходила на территории Турции, что позволило расширить географию проекта и придать картине международный визуальный масштаб. Фильм получил высокую оценку от министра культуры Ингушетии Залины Ильяновой, которая подчеркнула культурную и социальную значимость кинокартины. Их без я не цензадулил деден хетиш буш. Мочу хляргата. Варалла вечер бахштурки мен балбус. Eyvallah. Selametle. На данный момент точная дата премьеры не объявлена. Показы запланированы в местных кинотеатрах. Дополнительная информация о релизе ожидается в ближайшее время. Старинные подпятники и подковы найдены в Горной Ингушетии. В ходе раскопок в горной части республики исследователи обнаружили в 4-й полубоевой башне архитектурного комплекса Нижний Пуй подковы, а также набор круглых железных деталей с отверстиями по краям. Как поясняют специалисты, данные предметы являются подпятниками с специальными накладками, которые подкладывались под копыта животных, чтобы в горной местности в них не застревали камни. Подобные артефакты представляют интерес для изучения хозяйственной деятельности и особенностей быта горной местности, а также дополняют картину повседневной жизни прошлых поколений. В Ингушетии увеличилось число участников программы «Земский работник культуры». В 2026 году 7 специалистов республики получат возможность стать участниками федеральной программы и претендовать на единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Это значительный рост по сравнению с прошлым годом, когда поддержку получили 2 человека, которые уже работают в домах культуры сельских поселений. Напомним, что программа инициирована президентом России Владимиром Путиным в рамках нацпроекта «Семья», направленная
направлена на привлечение и закрепление кадров в учреждениях культуры сельской местности и малых городов. Она использует успешные механизмы аналогичных проектов «Земский доктор» и «Земский учитель». В регионе программа ориентирована на объекты, где наиболее остро ощущается кадровый дефицит – сельские дома культуры, детские школы искусств, муниципальные библиотеки и музеи. Участвовать могут как молодые выпускники вузов и колледжей, так и опытные специалисты, готовые передать свой опыт. Возрастных ограничений нет. Отмечается, что выплату можно направить на улучшение жилищных условий, покупку автомобиля или земельного участка. Отработать на новом месте необходимо не менее 5 лет. Параллельно с кадровой поддержкой в республике ведется активная работа по модернизации объектов культуры, особенно в сельской местности. Капремонт и строительство новых домов культуры, библиотек и школ искусств призваны создать современную и комфортную среду для творчества и досуга жителей. В Национальной библиотеке региона прошла презентация издания нового перевода на ингушский язык знаменитой повести-сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Перевод был выполнен Хяди Даурбековой, филологом, преподавателем Госуниверситета Республики, автором и соучредителем проектов, направленных на популяризацию ингушского языка и чтения на родном языке. Она издана с иллюстрациями Елены Смирновой-Черненок, выполненными специально для проекта. В ходе встречи участники смогли ознакомиться с различными переводами произведения, представленными на тематической экспозиции. Все желающие получили экземпляры книги с автографом переводчика, а Национальная библиотека приняла в дар книги для пополнения фонда и дальнейшего распространения по библиотекам республики. В завершении мероприятия собравшиеся выразили благодарность Хяде Даурбековой и ее единомышленникам за вклад в сохранение и развитие ингушского языка и пожелали дальнейших творческих успехов. На этом у меня все. Пусть в вашей жизни всегда будет место для светлой философии Экзюпери. Увидимся через неделю.